решил для сегодня, для сравнения, поносить российский сапог. Мать его за ногу. Кто из них придумал, что засовывать что-то хреновато? Так, а почему хреновато, я так и не понял. Ну да ладно. Ну что, Валерий Батькович, рыбак хочет верить в рыбацкие приметы, не хочет. Но приходится сколько-то соблюдать. Поэтому, нет, посуду мы не берем рыбу собирать. А это так, для грибов. Вдруг грибы попадутся. Поэтому грибы, это не для рыбы. Правда, погода такая-сякая. Поможет ли эти приметы в упор, не знаю. Посмотрим. Практика критерий истины, как говорили древние. В Москве передали на сегодня, на сейчас плюс 10. У нас тоже нормально, плюс 4. Поэтому я лично шапку поменял, что и уже холодрыга. Основная задача у нас посмотреть рыбку. Погода была ужас какая. То дождь хлестал, то тишина, то солнце даже выглядывало на пару секунд. Северный ветер вообще деревья до земли гнул. Тут бабахало, деревья падали кругом. Ой, осталось посмотреть. По крайней мере, мы посуду для рыбы не берем, на всякий пожарный. Вообще. А ведро это так, для грибов. Ну чего, Валерий Батькович, ставки будем делать? Нет, не будем. Ладно, промолчим на всякий пожарный. Попадет, не попадет, ну что сделаешь? Ну, сегодня взял, условно называем, российские черные сапоги Тобольского завода резиновой обуви. Для сравнения. Голенище по сравнению с теми сапогами чуть, пожалуй, тверже, но сгибаются. Ну, пошли. Куда? Что, останешь, что ли? Вода на руке все сильнее поднимается. Тебе в рот, мама мия, будет ой-ой-ой. Да, бродни для рыбака-охотника крайне необходимая вещь. Впереди тузик бежит, рябчик летел. Собакой, конечно, стрельнуть крайне маленькая вероятность, куда-то далеко улетел. Ну, какой-нибудь может заблудиться. Поэтому что, заряжаем. Дело случая. Попадет, не попадет. Вообще-то в таком густоватом лесу хрен увидишь этого рябчика. Будет сидеть где-нибудь поблизости. Да, Тозик? Ну что за жизнь века? Опять перелазить, мать его, за ногу. А что перелазить? А мы обойдем. Умный в гору не пойдешь. Да. Я так же подумал. Я обошел. И, в принципе, обходить легче, чем тут перелазить. Температура плюс 4, вроде прохладно, а ходить по тайге не холодно точно. Я слегка даже зажарился. Валерий, у меня такое предложение. Короче, октябрьский день у нас короткий, быстро темнеет. Выйдем, утка есть, попробуем цельную. То нету, хер с ними, сразу сети вынимаю. В общем, сразу рыбалкой занимаемся. Нам рыбу вынуть, надо, чтобы сети подсохли, вряд ли высохнут. Влажная погода стоит. Еще и домой дотопать. Поэтому охота-рыбалка превращается в рыбалку. Выходим к озеру. Ну, уток у нас нету. Занимаемся рыбалкой. Ну, уток не видно. Я поехал на лодке. Надо сделать тут немножко водички. Хопа! Какое? Медленно, но верно. Ну что, поехали. Вот так. Включи рацию!
Чтоб на связи быть. Моросит дождь, поэтому одеваем плащ. Где ты там? Что я тут только не взял? Вот. Нам не страшен. Серый дождь, серый дождь, серый дождь. Вот и так пойдет. Ну что, я готова. Поехали. Так, первая сетка у меня там. Ну что, сначала посмотрим, что там есть или нет. Небольшой ветерок. В принципе, ерунда. Но при работе с сетками да не совсем хорошо. На корягу может нанести, когда коряг много. Так, от палки сетка идет на глубину, это хорошо. Кто-то пузыри пускает тут поблизости. Ты кто? Ага. Ой. Так, ладно, хорошо. Интересно, а как это все под водой выглядит? Немножко, но есть. Надо же, солнце вышло. 5 минут назад дождик моросил. Солнце это что, к морозу что ли? Тишина сразу стала. Пока тишина, надо быстро-быстро сетку собрать. Ну что, поехали. Щучка, еще чуть. Окунь, плотва, еще плотва. Ух ты. Плотва, плотва, щука. Что-то еще. Плотва. Ух ты. На глубине. Ух ты, плотва. Ух ты. Ни хрена себе. Так. Куда мне ветер-то гонит? Валерий, не знаю, много ли рыбы попадет, но ведро запросто. Плотва на средней глубине. Ну и щучки немножко. Что много рыбы нельзя сказать, но немножко есть, в принципе. Есть. Солнце вышло и так сразу пригрело. Дотянешься или сейчас я подъеду? Опа-на, тяжелая. Ну, дно закроет у ведра. Так, ну что, едем к следующей. Ну, в октябре у нас утки на 99% уже пролетают. Остатки сладкие. Практически уток нету. Ладно. Занимаемся рыбой. Нам не страшен ни вал 9, ни море вечно мерзлоты. Ведь мы ребята, 63-й широты. С гаком. Так, сетки собрали. Плащ сниму, сейчас поможем сетку закончить, почистить. Плаще что-то жарко стало. Так, тут щуки что ли крутили. Не знаю, может и так, но я-то тоже крутил. У А, меня вся пошла, я одну понял, другую. ага. Подумал, У меня поплавок. У тебя грузило, а здесь наоборот. Так, ладно. ну это как у меня концы попали, так я еще. Да. И у нас останется перехлест. Это ко мне, это к тебе. Ну, и вся любовь. Так, ну что, практически сделали. Она даже подсохла, по-моему, немножко. Можно сказать, и не очень много попало, но худо-бедо ведро. 12 литров, не знаю, есть или нет, но 11,5 точно есть. Такой жуткий северный ветер дул. Потом дождь, а сейчас бабах и солнце выглядывало. А сейчас обратно спряталось. Скоро стемнеет, сейчас нам полным газом бежать надо. Так, ладно, хорошо не 4 ведра попало. Лекции топать. Так, ну ладно. Я даже не знаю,
щуки и плотва, наверное, пополам. И окунь, ну, не знаю, штучно. Несколько штук. Несколько штук, да. Нормально. Слушай, я утром в наглую 2 ведра собирал на рыбу, а может, я одно ведро собирал, 2 ведра бы попало. Что-то я не учел, блин, с этими приметами. А все, пару щук красные кинуть, и, можно сказать, 2 ведра рыбы. Да. Одно будет не совсем полное, ну да ладно. Ладно, одно ведро, легче нести. Ну я сети закидаю, если не влезет, у меня гора одежды еще с собой где-то. Так, надеюсь, мы успеем до темноты. Ну, ерунда. 2 валериди, а я пока лодку подниму, пыры-пыры. Я еще тебя могу и догнать. Так, ладно, а я пока лодку так-то. Капитальный дождь хлестать начал. Капитальный в дорогу нам дождь еще попался. Хлещет, будь здоров. Вот блин. Японский бог. Ну, приятель лодка, придем мы, не придем, не знаю, но мы тебя к зиме приготовим точно. Фу, ну что, 26 секунд перекур и догоняем дядю Валеру. Ну что, сырые сетки, конечно, имеют вес, но не глобально. Нормально, жить можно. Ну все, ждите. И мы сейчас пойдем. Так, на 20 минут позже дяди Валеры. Догоним. Домой, пошли, Тузик. Ура, Валерий Батькич догнал. Между нами временное расстояние было 20 минут. Сейчас я тоже... Минут сижу тут. Ну я сейчас тоже перекурю. Ура! Сегодня до избушки тоже дошли. Время без 10:05. Приличные сумерки уже. Просто камера хорошо видит в таких сумерках. На улице дождь, поэтому все внутри мы. Кострище. Как думаешь, сколько тут грамм? 200 грамм? Наверное. Пробуем делать малосолку. На улице холоднее, чем в холодильнике, и плюс 2. А если еще 100 грамм добавить А, чего? Соли? соли, да. Ну, лучше, пожалуй, будет. Так, ну ладно, я насыпал. Даже интересно, сколько я соли потратил, а? Точно ведь практически 200 грамм, если не меньше. Третья линия. О, а больше и не стоит. Тяжелая будет. Самое главное рыбу не поймать, самое главное рыбу сберечь. А при такой температуре сберечь очень хорошо можно. Так, ну что, этот вредина, если я подъелку поставлю, не съест же у нас? Ну, если привяжешь. А я проволокой завязал. Ну, все. Самого на мясо пустим. Подведем итоги по российским черным сапогам. То, что вот здесь зацепа нету, подвешиваться к ремню роли особой не играет. Голенища достаточно твердые, и поэтому она держится, будь здоров. Это можно отнести и к плюсам. Минус. Она нельзя сказать, что твердая. Российские когда-то, советские когда-то были, вообще ногу сжал и тут артерию пережимала насмерть. Этого такого нет. Она вон, ну, есть небольшая мягкость, но недостаточная по одной простой причине. Сегодня я 2-3 часа катался на лодке на озере, и потом встать не мог, у меня суставы практически вышли из строя. Затекли ноги, и все, хана. Суставы перестали двигаться. Это большой минус.